Я думаю, бездарное спортивное руководство, которое заставляет наших спортсменов принимать допинги, и они ни в чем не виноваты, наши спортсмены. Это все идет от руководства. Чиновники, конечно, потому что им хочется в отечественный спорт деньги не вкладывать. Так легче. И еще одни в этом манипуляции с пробами манипуляции. Это, конечно, основное. Путь к успеху они посчитали. А вместо того, чтобы развивать детский спорт наш, который стал очень дорогим и недоступным для людей. Югары отырушылардандыр деп ойлаймын да. Теге спортсмендерден, тренерлерден атырай бер түгелдер де. Мне все равно. Россия шулай бит. Без сүз дөрес, безгә каршы бөтен дөнья дип. Ачын барлыкта үзегезнең ялгышны күрергә өйрәнмәгән. Хәзергә кадәр ул безгә бумеранг булып кайтып килә. Запад. Ну, скажем так, они всегда были противосторонниками этого. Кроме как Запад, больше никто. Запад против России, потому что уже не первый раз допинг. Допинг, наверное, есть, но все-таки, наверное, мы уже научены очень хорошо, и, наверное, все-таки мы стараемся не применять его. Скорее всего, сами спортсмены, потому что если они принимают и они, соответственно, же парятся, то, естественно, что это их вина. Запад против России, более-менее. Ну, она же давно уже зуб точит на Россию. Это ясно уж как день. Чиновники и спортсмены все виноваты. В основном спорт вмешивают в политику. Вот поэтому я как бы так думаю. В этом году ВАДА сказала нашим и чиновникам, в том числе, чтобы они предоставили данные по потреблению допинга с 12 по 15 год. Мы, то есть Россия, предоставили. Оказалось, мы там кое-что подчистили. ВАДА обиделся и сказал: раз вы чистите, раз вы нас обманываете, вот вам на 4 года свободной жизни. Больше туда не попадете, пока не отчитаетесь полностью. То есть, с моей точки зрения, не спортсмены. Спортсменам предлагают тренеры, предлагают врачи, как правило. А чиновники РУСАДА и чиновники, те, которые курируют РУСАДА, мне кажется, они должны отвечать.